Уважаемые друзья, коллеги, в нашей сегодняшней передаче мы бы хотели рассказать о вахтовом методе работы, которое получило большое распространение в последнее время. Что такое вахтовый метод работы? Это метод работы, который получил распространение 60-х годов прошлого века. До этого освоение месторождений и проведение больших работ где-то в отдаленной местности проводилось при строительстве рядом больших городов, поселков и сел. И после выработки этих месторождений у нас оставались города, села, которые остаются без населения, где не проводятся работы. Таких поселков, городов и сел у нас избытки, особенно на северах. Тенденция в компании переход на вахту. Это не надо содержать города, новые объекты, не надо строить новые поселки. Вахтой приехал мужчина или женщина, отработал и уехал себе домой. Даже ты может приехать на 3 месяца, отработать и уезжает. Конечно, это. Люди с периферии, с деревень ездят, с городов ездят в Москву на вахту. А что говорить о севере, где трудные условия? Как вы знаете, наш проект «Пути великих свершений» с 2022 года занимается съемками документального фильма под условным названием «Код Беринга». Мы проводили съемки в Командорских островах, Камчатке, Охотске, Хабаровский край, Нелькане, Хабаровского края. И в этом году нам удалось съездить в мыс Челюскин, от полуострова Таймыр, Красноярский край. Мыс Челюскин – это самая ближайшая к Северному полюсу континентальная точка мира. Наш выезд состоялся благодаря подсказке нашего второго президента Вячеслава Анатольевича Штурова. Вячеслав Анатольевич подсказал, что вблизи мыса Челюскин, полуострова Таймыр, Алроса ведет какие-то геологоразведочные работы. Мы написали письмо Алроса и получили ответ через Алмаза Набара, что да, действительно, Алмаза Набара проводят в мысе Челюскин, полуострове Таймыр, геологоразведочные работы. И в июне месяце будет ротация членов экспедиции, и мы можем принять участие во время этой ротации и слетать на мыс Челюскин. – 17 июня этого года чартерным рейсом Алроса, который вез вахтовиков, мы вылетели из Якутска через Аскалах, поселок Хатанга, который находится в полуострове Таймыр и является районным центром Красноярского края. С поселка Хатанга вылетели вертолетом в точку, которая называется участок Серебрянка, вблизи мыса Челюскин. Здравствуйте, меня зовут Одинцов Максим Сергеевич. Я являюсь руководителем проекта геологоразведочных работ в компании Алмаза Набара. Работаем мы на Таймыре, это в Красноярском крае. Там у нас расположены 2 участка, на которых ведем геологоразведку. Я руковожу коллективом, порядка 40-50 человек, которые в основном работают вахтовым методом. Занимаемся мы геологоразведочным бурением. Сам я родился в городе Нерюнгри на юге Якутии. Школу заканчивал в Алекминском районе, село Урицкое. Мои корни по отцу оттуда, бабушка, отец жили там. С Алекминского района я подал документы на
два факультета. Якутский государственный университет – это на геолого-разведочный факультет, и на биолого-географический факультет, на химика. Я химию хорошо знал. Поступил вот на оба факультета, но выбрал геолого-разведочный факультет. И учился с 2003 по 2008 год, там закончил и поехал работать геологом. Сам первый раз попал на полевые вахтовые работы в 2006 году, когда поехал на первую производственную практику. А потом, после окончания Якутского государственного университета, я устроился в Алмаз-Анабара уже на должность геолога и постепенно рос по карьерной лестнице и дорос до руководителя проекта геологоразведочных работ. Вот если взять на примере Таймырского участка Серебрянка, заезжали мы туда в 2020 году. Это как раз пандемийный год был, сложно было. С Якутска добирались до Саскалаха самолетом, потом на судне на воздушной подушке до еще севернее, до поселка Юрюнхая. В Юрюнхае находится порт, который принимает корабли класса река-море. Там загружали баржи оборудованием всем необходимым. Там и продукты было, и все оборудование, вагон-дома. И потом буксир, морской буксир, он на тросах, эти две баржи, сначала по Анабару, потом по морю повел до мыса Челюскин. Нас там морж встречал, плавал. Произвели разгрузку, это был сентябрь месяц, оборудование на берег. Еще уточню, что, чтобы понять, насколько это были сложные условия, после нас, там буквально через 2-3 недели, туда подошел второй корабль, также с баржей на разгрузку, и начался шторм, и баржа со всем грузом, и корабль утонули. И корабль назывался «Адмирал Колчак». Как корабль назовешь, так он и поплывет, как говорится. Потом мы, когда разгрузили оборудование, мы уже весной 2021 года, в феврале, начали перевозку нашего оборудования до участка. Это порядка 60 километров тракторными поездами. Так мы добрались до нашего геолого-разведочного участка. Еще в освоении этих таймырских участков мне большую помощь оказывает геолог наш, начальник отряда Росохин Владимир Владимирович. Он сам родом из Вилюйска. Тогда, когда мы перевозили это оборудование с побережья на участок, он перегонял технику в составе автоколонны с Якутии через Хатангу. Никаких зимников там не было, они по снежной целине ехали около месяца к нам. И доехали, пригнали технику, все хорошо было. Вот мы находимся на полуострове Таймыр, участок Серебрянка. У нас тут буровые работы геолого-разведочные. Начали тут мы работу с 2020 года. Поначалу у нас было 18 человек, одна буровая бригада. У такого поселка не было базы основной. Все переходящее вот так, с места на место, с линии на линию. Вахта у нас, вот, например, посезонно. Это вот, например, первый квартал, со второго квартала считать, это заезд февраль месяц и вылеты июнь. Вот, 20-го начиная до 26-го. Следующий сезон у нас осени, сентябрь месяц до декабря месяца. На Новый год потом выезжает, ребята отдыхать, и после Нового года заезжает февраль месяц. Работает у нас 2 буровые бригады по 12 человек. У них все мобильное, вагоны, баня, кухня, все есть. Они вот сюда на базу не приезжают. Но обеспечение вахтовых поселков в большинстве случаев хорошее. Иногда бывает дефицит витаминов, таких как фрукты, овощи. Питание на вахтовые участки завозится в основном по Севморпути. Это пароходами из города Архангельск. Это такие продукты низкоропортящиеся.
Это частичное мясо, консервы, мука, крупы, вот все такое. Такие продукты, которые быстро портятся, ну, допустим, овощи, там какие-то картофель, капуста, они завозятся уже с города Якутска автозимником. Также еще у местного населения закупается рыба свежая, оленина. Мне, конечно, понравилось Алмазы Анабара, как у них организовано, вот Володя. Если даже у них шампуни в бане это завозится, по-моему, и зубные щетки тоже у них завозятся, да, я вот так, я в баню сходил, просто у них стоят шампуни. Это понятно, что они завезенные. Туалетная бумага, шампунь, все, у него склад, я посмотрел. Да, тут он же это за год, ему же приходят контейнеры. Туда они, вот ему сейчас пришли в навигацию, ему придут контейнеры, что он заказывает. Вот наша база, участок Серебрянка, вот база Серебрянка. Вот тут у нас жилые вагоны размещены, вот, например, вот первые вот эти жилые вагоны, вот мой офис, вагон жилой. Тут у нас тоже жилой вагон, тут медик живет с поваром, тут тоже жилой вагон. А вот у нас, вот где, видите, две рядышком стоят, это у нас кухня, пекарня совместная, а тут столовый, прием пищи. И вот идут дальше жилые вагоны. Далее, вот эта сторона тоже у нас жилые вагоны стоят. Вот это у нас так временный склад тут и этот спортзальчик свой. И этот тут у нас вот этот вагон стоит, у нас прачечная сушилка, тут стираемся после смены, каждый работник, кому надо постираться рабочую одежду и повседневную. У нас там две машинки стиральные, одна для рабочей одежды, одна для повседневной. И вот следующее здание, это у нас баня. Там моемся, всегда у нас баня работает, вода есть постоянно. Кому надо после работы, после смены, они моются. Парильная у нас, там сауна, электросауна. Там кому надо попариться, париться. И вот следующее у нас вот здание. Сами сделали реконструкцию туалета. Теплый. Там внутри 3 кабинки. Все чисто и порядок. Все там, соблюдают чистоту и порядок. Вот следующее. Вот там взгляните, это временная стоянка консервации буровой бригады стоит. Они потом, как начнется у нас сентябрь месяц заезды, буровые работы начнутся, они вот едут по своим линиям, запланированные нами, которые. Пока у нас тут, конечно, после зимы только атайка начинается, где-то там ветром скинула бочка, вот, например, там мешки прилетели откуда-то. Это как все высохнет, все убирается у нас. За собой мы мусор не оставляем, все пытаемся, все по полочкам складываем. У нас вот это здание, это пробоподготовка. Алдросовское здание, вот это, и ангар, керносклад. Тут они пробы изучают, геологи. Мы, что еще. Вот, следственное помещение, тут мы водителя, там, все работники, чай пьют, кофе пьют. А так, вот это здание у нас гараж. Тут сейчас в данное время у нас белые ночи, солнце не садится. Это вот
начинается, вот, например, с конца февраля уже потихонечку солнце уже, в марте уже более-менее, и апрель уже полностью этот белые ночи у нас. С сентября месяца начинает темнеть. И до октября, конца и начала ноября месяца, а потом уже темные ночи. Солнце не выглядывает. Всегда темнота. Июнь месяц, Таймырия снежная, пурга, ветер и в то же время довольно теплое время года для северов. Самое сложное у нас условия, погодные условия бывает это вот. Вот. Неделю дважды, трижды может пурга быть. Вот. Порывами до 20 метров в секунду. Ну, вот так вот. Ну, уже мы все тут привыкшие. Ну, тут ветер, да, погодные условия жесткие. Суровый ветер бывает. Бастаған мана kada bir Таймыр инден билбелер. Оны жонтон ине ыйталас бутун. Таймыр диен хайдагы итуу диен о жараты бар эре биккен дебиттер. Тундра да жутугар отмас соох инде. Тон хану итагат бада мен. Тен тома табактар ин баглар ине. Атаманда кабидим. Кабидим гыжы оны эбит. Отмас соох. Мана 2-нчы беккалак февраль кабидим. Батакар тундра. Онда хамы модар кадымден үйен көйүр дем ойып манна. Улханнык. Бу сикте дойдуга. Хайынга түтүгөр. Кумардагы бол ден каяптым мен. Бир сикте хайын болан. Отын кумарын жоло хо. Теккалдан бир iki су көстөр баглак мына. Тут у нас холодное лето. Тут в футболке не побегаешь. Холод. Бывает этот день погода меняется, то дождь, потом снег пойдет. Любой. В середине лета даже. Тут, я бы сказал, даже лета нет. Весна и осень. Собаки по штату положены? У нас по штату, я не знаю, но тут собаки очень нужны, потому что время от времени бывает, волки приходят. Например, там в каком-то году у нас 14 волков приходило. Из них там сколько? 5 собак утащили, например. У нас эти дозорные собаки. Всегда вот куда-нибудь вот ночью, когда темные ночи, волки вокруг ходят, ну их ты не увидишь. А собаки чуют это и в ту сторону начинает лаять, значит там уже что-то волки находятся. Вот. Предупреждает нас. От медведей тоже. Тут собаки у нас такие, что медведи отгоняют даже. Особо белый медведь не такой, как бурый медведь. Они просто любопытные, в целом сказал. Ну, на человека не кинется. Ну, если очень старенький, тогда может. А кроме собак, чем от них защищаются? У вас же оружия нет? Нету, у нас оружия нет. У нас специальные эти есть. Отпугиватели, звуковые, сигнальные. Вот так. Вот эти спреи газовые, ну, помогает. Но вот эти, более эти, менее эти хорошо помогают. Ракетницы.
У нас еще случай был, короче, мы по Зимнику ехали, это было у нас 23-й год с Хадинги, когда выехали, и до нашей базы. Неподалеку от нашей базы, где-то 300 километров, по дороге увидели это черное пятно. Туда подъехали, туда и увидели там овсе быка. Тело лежало, ну, уже мертвое тело, короче. Свежее, ну, теплое. Потом, короче, когда ближе подошли, а там этот маленький бычок, теленок выбежал. Потом что делать? Вот, и жалко было оставлять уже. Явно бы она бы погибла бы. И вот решил с собой увезти на участок, на базу. Там мы ее в машине пытались накормить молоком. У нас банка консервированное молоко. Вот, бутылочку залили и через эти резиновые перчатки, как соску. И вот так ее силы. Потом она привыкла. И вот как сюда доехали до базы, ну, она у нас где-то недели-две жила. В теплом здании, ее всегда кормили, всегда за ней следили ребята. Она, кстати, одна боялась оставаться, например. Она к нам так привыкла. Ее назвали мы Аланой. Потом по решению руководства сказали, что вывести на мыс Челюскина. Там за ней прилетят ветеринар в сопровождении. И ее сделали ящик. Улетела она у нас в Красноярск в итоге. Сейчас она там у нас в этом зоопарке. Роев ручей зоопарк есть. Сейчас она уже большая стала. В нашей компании стандартный контракт на 4 месяца. Но сроки могут и как на уменьшение идти, так и на увеличение. Это автоматически. Допустим, если на летние геологоразведочные работы, они чаще проходят, сезон короткий, чаще 2 до 3 месяцев проходит. И после того, как работники закончат работу, мы вывозим их, и контракт автоматически расторгается. Контракт можно добровольно продлить до 6 месяцев и даже больше 8 месяцев. Чтобы проработать больше 6 месяцев, нужно подписать уже письменное согласие. Добровольное письменное согласие. Встречались работники, которые по 10-12 месяцев работали. 80, даже иногда до 90% работников – это все работники с республики Саха-Якутия. Местное население желает работать. Я работал с многими коренными народами севера, но у них есть один минус, у них нет специальностей, потому что чаще обучиться на севере трудно. Они больше живут промыслами. И такие люди даже сначала первоначально заходят на простые профессии, которые не требуют даже корочек, допустим, подсобного рабочего. Потом они понимают, они выезжают, учатся, получают корочку, идут дальше уже. И поднимаются, и инженеров встречал, которые начинали с простых рабочих и доходили до инженеров. Бұл білейін төрді сый бары жауын, аспысылғы үйсей үләуітім. Манда кәлін опыт бұғы. Мандық сергілі жауын ден олық осколаған үйені жауын, например, олық мандық қаяутан, представляет даватағам. Қаннары рақтайым ғырғы туындыраға енді, боттарды жауын енден. Әхем қаты бұл электрика өйретін білейін бұл бәмеме электрик едетінен. Үддік өйрағы бітерін су фуыны, футейіні бітеремен манда кәл бітем. Ол үніне
Амятын сендер гүлі жемін разряд пұңлатындар маманна түрдісі разрядына келбетім. Таққанмастар үшіге, ағаталар үшіге. То условия барата бар. Манна бар үрдік үйректа, қорты үйректа үшіге білек профессионалдар үлелейлер. Уже бәдірім тоқтырын желаларын білер жонлар. Ондық жон манна, мен, например, бұл қорқа қамы жем ондық жонлар наға көрсөбет етім. Онда манна кәлбеден қас білдейм, манна кәпсетер қайы кейім. Уже бәтін желалтын білер, ұлпыттақ кейі. Олеген бұл манна кәлбақ кейі бар болыр, бейді дұтыр, бәтті болыр. То есть мандык бир хатардыгыр жоннор. Тогда сүлү лирини винден мандариневин. Бу пока манда поисковый тох боло турар. Үле. Антон булулар быгылак, антон бу аспасыл быга то золото туна кепсиретлер. Кыл комиш. Антон бу сайын таккан баран көйүнү метептери кирерди эренерди. Отопление у нас все электрическое, тут дров ничего нету, рядышком. Вот так вот. Круглосуточно у нас работают дески. Вот. Жирков Михаил Михайлович теме, 10 машинист ДВС, код перевод. Шугай условия, да? Бэм инженер-механик на машинист ДВС кверенем от багалену лидеван. Лявите мен ратта. Урут молдуна хаскаларына табардың карибит участоктар. Участок туатын Рага ветте битнәнме. Кали варыго. Ну, текален үлелән ши. хакият уятта. Бактылыя мулы ши бетерәви дүйпсә якапылды. Повара — это самое ценное у нас. Это наши кормильцы. Если попался хороший повар, то пища будет разнообразная. Иногда даже с такой фантазией, что дома семейные удивляются, если им отправишь фотографию там какого-нибудь интересного блюда. Я из МОМы, закончил школу в МОМе. Пришел, работаю вообще поваром, я работаю уже с 20 лет. У меня мама живет в Якутске. Я сам начал работать поваром в Екатеринбурге. Вот. И потом переехал в Питер. В Питере поработал, в Москве поработал. Время пришло, я подумал, почему бы не поработать еще и на вахте. Мне тут говорят, что в Алмазах, Анабарах хорошо зарабатывают. Единственное, что для меня новшество, то, что не было же ни яиц, ни свежих овощей. Вот. И были сухие. Как вообще из этого готовить? Тут я начинаю вспоминать, потому что я жил в Хану, и тогда я помню то, что там тоже были проблемы со свежими овощами зимой. Тут, наверное, больше любят простую еду. Тут же больше всего работают людей именно из Якутии, людей Саха. То есть не надо ничего мудрить со специями там и так далее. Хотя везде же организм требует того, чего, допустим, не хватает. И я здесь начал ощущать именно потребность в наваристости бульона. Почему я его начал варить? Потому что мне почему-то начало хотеться. Понятно, что это коллаген, да, и все это, и иммунитет повышает. Может быть, наверное, поэтому. Холодно, да, и хочется прям максимально густой такой суп, чтобы был. У нас люди набирают здесь, когда... Те, кто не следит за этим, они могут вообще с легкостью набрать его, да, конечно. Пожелать можно не есть после 6. Это точно, это мной проверено, потому что реально вечером есть лучше как-то перетерпеть. Хорошо. Трудовой день проходит 12-часовая рабочая смена с перерывом на обед 1 час. Есть некоторые специальности, у которых перерыва на обед как такового фактически нет. Просто человеку дают время покушать, его кто-то подменяет, и он возвращается к работе. Это такие специальности, которые постоянно человек, оператор, допустим, чего-то должен находиться на месте. Его заменяют, пообедал и сразу возвращается. А остальное время это уже личное время, отдых, там, допустим, 8 часов сон и 4 часа там, на личные нужды, там, с утра, с вечера, пойти в баню, там, в спортзал. Вот.
работаем круглосуточно, день-ночь, ну, 2 смены по распорядку. Они меняются по 2 недели. 2 недели в день, 2 недели в ночь. Потом смена происходит. Мен Жугускайдағы медицинский колледжде бітірдім. 2013 жыллаққа. Оны Қораққа өлелі бітім. Вақтаға жонтын істен. Ортаттан. Вақта білем фешедерме өлелерден. Самнострышүй. Туғынан бартынан қачылар. Енді кәлі өлелен көрін бұролан көбәккін дойы. Оны істен барамын 2013 жыллаққа сас апелейгі. Те барам бұролан көрекқа жерме вақта ден туғын білері. Оны үйрен қаяға үппіттірі. Үйрен қаяға сәттен ары үйреләдім тиемін. Онтын үйрелән таққан барамын хыннан бұдым. Хыннан барамын контора тиемін. Чақамды емет участакқа месте барды. Фершерілді жемін ұйттағам де. Таймырға бар дейіттірі. Таймырға бараған дейім. Таймыр жерін білбәттім бар. Ашып барауын дедім де. Оны 2025 февраліге келемін бұл. Маттан бара лекпін әвлі дейжауын. Манны үләйттер, в основном ғалжалары ден тоқтым нүйі. Біле күністері түндері біле бұригінар боландар. Тоқтылы ғылегілдер болады. Оле манны өле айлғата дағаны, климата дағаны тоқ. Біле тыллақ, тымны ем болан. Жон алақа тымны ер. Улақан пақа соғышай болалық. Улақан іші еген. Оны түбелікті болат түген егер қарарыз контораға сәреттен манны тоқсан әрестің рауд. Осан әрес кәлләғаны же оны бұл қатанғы ден сібге балыға оны жебіді. Бары вақытта өлелі әбі жон болан бары үйректір. Кәбіл жон дегені бары өлелі әбі жонда бұлайды. Олен бары үйректір. Өлелерін үші бағы толар олар. Түме хамын қайырымды ғыламны ғажуаттынар әден. Оны бары біле керелерге, өлелі керелерді бары емет тоқтырын ежа жалы біле. Витаминлері ең. Біле бұл жыл кемелер ерде сас, күйін ең болар кебде. Сезонлар етігір. Оның витаминлері ең ежа жалыр. Оле мене тоқ. Улаханы ғажуаттыр. Вахтовая работа вообще как бы очень тяжелая. В этом году будет 21 год, как я шучу, в болотных сапогах. Валенки, болотные сапоги зимой. Как получается? Ну, работаю, нравится. Вот этот вопрос нравится, как я скажу. Если человеку нравится в лесу, он будет работать. Если не нравится, он уйдет. По GPS Лучше на вахте работать, конечно. Да нет сложности, все отлично тут. Ну, я всю жизнь на вахте работаю, как бы сложностей нет никаких. А как дома воспринимают? Дома привыкли. Что на вахте? Ну, я же говорю, всю жизнь на вахте, по вахтам. Все постоянно в командировках. Природа тут по-своему красива. Я сам с Якутии. Тут совсем другая природа, по-своему красиво. Как с армии пришел, в танковых войсках служил, так на гусеничной технике работаю. Только водителем вездехода и так. То трубоукладчик, то бульдозер. Вот устроился в Алмаз-Анабар. Вот первый сезон отработал 4 месяца. Работа понравилась. Коллектив хороший. Это Камацу D85, японский трактор. Хороший трактор, ага, не подвел. Конек-горбунек, я его называю. Ну, в планах, если позовут, то приду еще работать. В перспективе еще разряд поднять. Экзамен, если сдам, то разряд подниму, как бы. Можно работать. Ну вот Алроса тоже вот она в основном начала переводить на вахту. Вахта в компании началась вот с освоением Нюрбинского ГОКа. Даже жители, которые живут в этих городах, они стараются уехать на материк, Краснодар, Новосибирск, Москва, и летают оттуда на вахту. Он приезжает на месяц, ему самолет оплачивают, а месяц отработал и домой. Текучесть есть, потому что
Но она небольшая, потому что люди едут зарабатывать деньги, в первую очередь на какую-то мечту. Ну, чаще всего я слышу, что приезжают зарабатывать молодые парни на квартиру, дом построить, кто-то машину хочет. Ну, да, ну, некоторые встречаются, даже на свадьбу зарабатывали. Зарплата у каждого работника по должностям, соответственно. И никто не жалуется, всех устраивает зарплата. Размер умалчивается. Размеры я не буду разглашать, но никто не жаловался еще, что... Оплата у нас по разрядно. С маленького разряда берут, соответственно. Потом он как себя покажет, ежегодно он сдает экзамен на повышение разряда. Соответственно, ему на 10-20 тысяч больше. Уже. По годам этот у нас заслужить надо хорошую зарплату. В период нашего посещения участка Серебрянка все работники, которые работали в этот период, были из Якутии, местного населения, местной национальности. Многие приехали обслуживать технику, которая эксплуатируется в этом участке, и являются высококвалифицированными механиками, оптоэлектриками и другими специалистами, которые позволяют эксплуатировать высокотехнологичную технику и оборудование. И среди них мы неожиданно встретили для себя этого нашего земляка с нашей малой родины, села Волба, Даттинского улуса, Бапосова Ивана Ивановича. Иван Иванович является потомственным механизатором. Его дед Трофим Трофимович Бапосов был кузнецом и высокоуважаемым человеком нашего села. И мы рады, что Иван Иванович Бапосов продолжает традиции своей семьи, продолжает путь своего деда, но уже в другом уровне, в другом месте и другими знаниями. Насколько аз вон те салаха бидер бит. Там без такка техникумы битим транспортный. Автослесарь верар. Но и сол веренам баран коркула бу битим автосервиске. Онно иккан арыл үлелән баран. Хүбәл халантыр балат. Автоэлектрик болуп китте билсем аман. Кине хаберен алабдым. Кеттен автоэлектрикны ләбидим. Антон бу хүбәккә хыллакка. Алмазан алар кибидим. Да. Ата шабаты күптәре. Насас. Вақталаған наҗыртты. Ол маят участок ана бер. Касый. Там бастан алтан ары җуд. Басты кери бар. Аттайын. Чай. Чай таңар бес. Орал ишей була. Койдан килдәкне. Аннас сөйләр. Камнас койда вакытлар. Инактор. Хәп булар хамнас кадәр. Кадәр. Эм бир. Бастыга камнас әлбәк күндек антын. Эм бир. Аяны. Ки топпак булар ба. Азиатин индетен якында. Таразалата билем патолог болдыры. Алтыста. Аха. Бу манны бу каләҗән. Бу кадын итте фаны. Бу участокка Серебрянка. Неге. Там бастан гараж тахтырта сойдым. Аллаңа туралар. Обычный. Күрдек болача. Янраңы тундыра ден тоғавч. Лесовая тундра олайын ранги. Маят кенеде. Ялах кенеде. Так каратылар балар бар. Бир. Так мына баһага битте. Манна ол. Делеме. Дойду тур тугар энете. Волба. Айдат кегән хәре булдыр. Тавары. Котан я балахты. Кораттык.
ben bulana tığ kaysavına kadimiyordum bizim mekanik kedin. Min almazına varağa uruttullağına diziliğinden kirbidim bastan. Ondan 4 sezon ülelevdim. Ondan 1 sezon tahtı ucudum. Ondan mekanikte gelanda diyenler ayakları ıngırdıkları. Onu hebilen kallamdı. Onu mekanikledim. Tuluybaç onların bağladı. Tuluybaç çonlar bağlar. Ottan onluk çonlar ol addetten hayırlar bilirler. Onu ol kayakın ettan. O toktatan barang adın kene kördüğüm ba. Ол кие таккар атын кие кире дип. Новенькие есть, конечно. Тоже поначалу куда я попал, типа. Потом уже привыкают, вот сейчас назад осенью заедут. А те, которые до этого было, водителя и были работники, они по семейным обстоятельствам. Большинство из них не заехало. Чтобы быть побольше семьей, то Меня зовут Яковлев Александр Афанасьевич. Я работаю врачом-психиатром и врачом-неврологом в Республиканской больнице номер 2, Центр экстренной медицинской помощи. Вахта работа, получается, это вдали от семьи. Супруга с детьми одна остается, с домашними делами, и все проблемы она должна решать сама. Это создает большое напряжение в семейных отношениях, могут быть разногласия. Поэтому могут быть вот такие затяжные конфликты, которые могут привести даже к разладу семьи. У нас экстренная больница, и к нам поступают экстренные больные, и в том числе и работники, которые работали в вахте. Вахта очень тяжелая, длится несколько месяцев, работа очень сложная, нарушается сон, стрессовое состояние возникает, и они по приезду начинают уже выпускать пар, можно сказать, да, и они не обращаются к врачам, психологам, психотерапевтам, чтобы проблемы свои решить, а они именно легкий антидепрессант, доступный, который продается в магазине, и они не могут прекратить злоупотреблять, и уже в крайне тяжелом состоянии поступают в реанимацию. Наверное, алкоголикам тяжеловато, могу сказать. Их завезли, у них начинается, наверное, депрессия, когда он ничего не может. Так как-то. В компании очень налажена борьба с алкоголизмом и наркоманией. Приказы регулярно какие-то скидываются, следят руководство за этим. И было вроде вечером не надо ходить никакого водителя, а все, сейчас ты перед рейсом, после рейса, извини, дорогой, подыши в трубочку. Уже ужесточается. Не было бы жесткости, потому что какие-то все равно случаи есть. Из-за того, что работа тяжелая, ненормированная, у человека может быть, возникнуть стресс, и на фоне стресса уже возникнуть заболевания сердечно-сосудистые, это артериальная гипертония, может быть инфаркты, инсульты у человека, нарушение питания несбалансированное, может быть это ожирение, лишний вес, сахарный диабет. И все эти заболевания, они могут привести к инвалидизации человека, и человек уже не сможет работать или в вахте, или вообще, да. Абсолютно здоровых людей вообще нет, это есть недиагностированные, да, поэтому надо самому следить за давлением, за уровнем сахара, за весом контролировать, и активно заниматься ходьбой, плаванием, бегом, если позволяет здоровье, в спортзал ходить. Я даже посмотрел сейчас Хатунгу, жить детям здесь, в таких широтах, это издевательство родителей над детьми. Конечно, их надо, чтобы где-то... Не у всех есть возможность выехать, а выезжать.
где-то жить, допустим, в Красноярске, в таких умеренных широтах. Я думаю, вахтовый метод очень перспективный, выгодный. Не надо содержать большие города, поселки. За ним очень большое будущее. И будет развиваться? Конечно, будет. Конечно, будут. Будут развиваться со временем вот какие-то разработки, какие-то работы, и чтобы построить город, чтобы там был детский сад, не надо. Мужчина, женщина, даже нам еще надо будет, это женщины на вахте, как бы интересный вопрос. Я все равно как бы в теме. То есть мужчины прилетел даже не то, что 3 месяца, 2 месяца, месяц, 2, смотря какие условия, 2 месяца отработал, прилетел вертолет его или самолет, его снова увезли в город, и все, он там живет. Жена там живет, детишки там живут. Наверное, вахта, предназначена для того, чтобы человек заработал на свои цели, на квартиру, на машину, на отдых, но она не должна быть постоянно на всю оставшуюся жизнь. И есть такое понятие, как синдром отложенной жизни, когда человек вот сейчас он думает, что он вот сейчас поработает, заработает много денег и потом будет спокойно жить. Но так не случается, потому что время идет, человек все равно с годами начинает быстрее уставать, меньше у них каких-то желаний, и получается, человек закончил вахтовую работу, а оказывается, жизнь его уже прошла на вахте. И только они потом осознают, что жизнь-то уже прошла. Планы тоже пока в данное время не могу сказать, как там сверху руководство решит. До 27-го это однозначно, работы будут. Вот так вот. Вахтовый метод будет однозначно востребован еще на протяжении многих лет. И он будет совершенствоваться. Там будут новые технологии появляться. Там, может, начнем новые горизонты глубокие отрабатывать. Но это сейчас технологии шагают очень быстро, поэтому... После посещения вахтового поселка и ознакомления методом вахтовой работы мне приходит мысль, что действительно вахтовая работа под силу для работы для местного населения, что действительно наши люди могут работать на вахте и результативно, и плодотворно, и в течение многих лет. Я вообще, допустим, не вижу никакой разницы между коренным населением вот, северов и, допустим, приезжими с материка работниками. Потому что коренное население, они более привыкшие к этому климату, допустим. Они проще переносят, можно сказать, они дома находятся. Даже, я бы сказал, больше интересна судьба своей территории, которую они осваивают, и они это будут всегда видеть. Если, допустим, человек приезжает, скажем, там, с Урала работать в Якутию, он может поработать и уехать, и ему неинтересно, что там будет дальше. То местные, коренные народности вот, на северах, они уже понимают, что, допустим, тот же, если мусор они какой-то после себя оставят, это будет на их совести, как бы на их земле. Поэтому, мне кажется, даже они лучше мотивированы. Да, мотивированы, ответственны для работы
на своей же земле. Если кто-то желает у нас работать, это легко выполнить. Нужно у человека иметь желание работать и обратиться в отдел кадров компании «Алмаз Анабара». И даже если нету специальностей, направят на курсы, обучат, отправят на участок. Все. Приходите к нам. Действительно, вахтовый метод имеет большое будущее, которое лежит в плоскости развития нашей республики.